целях реализации федерального закона об основах системы профилактики правонарушений Российской Федерации, а также по обращениям граждан, уполномоченный по правам человека в Якутии проводит 13-й этап социально-благотворительной акции «Измени жизнь». Акция «Измени жизнь» организована по инициативе Уполномоченного по правам человека и Министерства внутренних дел по Якутии совместно с республиканскими и федеральными органами государственной власти. Активное участие принимают органы местного самоуправления и общественные организации. Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Общество, они мне кажется, бомжи, это зеркало общества. Раньше же у нас не было такого количества, каждым годом. Статистика тоже какая-то ведется, какой-то год больше, какой-то меньше. А сейчас чувствуется опять лето, опять вышли. По психологам у ФСИНа они очень тонко подходят именно к женщинам. У нас были практики, когда очень молодые девушки, представляете, 22-23 года, без определенного места жительства. У нас в Якутске здесь были 2 беременные девушки. С ними очень долго работали разные психологи, я сама разговаривала, совсем не хотят домой. Начали выяснять, кто и чего. Оказалось, что у них есть родители, у кого-то есть муж где-то в деревне, в районе. Очень долго девушки не хотели, но психологи с ними, с учетом определенный контингент тоже, очень хорошо с ними отработали, что к концу нашей акции эти девушки согласились вернуться домой. Мало того, что они согласились, за ними приехал глава Адамского района, увез их домой, нашли их родителей, восстановили документы, помогли с медобследованием, девушки родили, все у них хорошо. И были у нас случаи, когда из техэтажа совсем молоденьких вытаскивали. Поэтому в этом плане здесь очень большая работа проходит психологов, комплексная. И это очень хорошо, что у нас есть реабилитационные центры, которые помогают от восстановления документов до восстановления родственных связей и трудоустройства. Потому что именно категория данных граждан, лица без определенного места жительства, которые ведут асоциальный образ жизни, пока у них в голове у самих не появится то, что им действительно нужно вернуться. А для того, чтобы они это поняли, немножко нужно поработали, чтобы профессионалы. Да. Это я прямо вижу, что человек тут же приходит: нет, мне ничего не надо, мне здесь все устраивает, я пойду сейчас на улицу, пойду там попрошайничать, мне подадут возле церкви, и все будет у меня хорошо. А к концу, уже к обеду он уже другой задумается, а уже к вечеру я, оказывается, хочу домой вернуться, и вообще помогите мне, пожалуйста, я все-таки хочу в социум обратно вернуться. Таких очень много. И меня что радует, что во время проведения наших акций мы помогаем молодым именно. Те, кто молодые, мы уже видим, что им можно еще помочь, то их реально вытащить. Первая акция «Путь дому» состоялась в 2018 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия Сарданы Михайловны Гурьевой. Наша телепрограмма «Точка взаимодействия» и «Округ ТВ» стали постоянными партнерами и участниками этой акции. Акцию поддержала окружная администрация города Якутска, МЧС России по Якутии, МВД Республики, особенно МВД Якутска, Минздрав Республики Саха-Якутия, а также некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Порядка 800 человек получили стационарную помощь, то есть помощь в восстановительном центре нашей организации. Она, конечно, разноплановая, то есть тем людям, у кого отсутствовали документы, мы помогли восстановить полный пакет документов. Многие трудоустроились, нашли жилье, восстановили связи с родственниками. Историй много и хороших в том числе. Про хорошие истории. Что вы скрываете? Сколько бракосочетаний? Бракосочетаний за все годы нашей деятельности примерно около 20. «Измени жизнь». Это действительно лозунг и обращение к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и обращаются за помощью. Во-первых, вы, наверное, заметили, что их стало поменьше. Все-таки они тянутся к лучшей жизни,
как-то изменить свою жизнь, наверное, и потому у нас акция и поменяла свое название «Путь к дому», когда действительно надо было их поворачивать, что надо идти к дому, к очагу. Домашний очаг – это все равно семейное. Очаг – это же всегда что-то, это же круг семьи, это тепло, это благополучие, да. И на сегодняшний день изменить жизнь в плане того, что им уже надо как-то каким-то образом им менять, в плане того, что вот сегодня многие тут говорили, что давай, пора бросать пить, пора идти лечиться. Наркологи тут даже приходили, их уговаривали, психологи помогали, что это нужно для них. Вот. Ну, люди это понимают, и они уже стремятся и идут к этому. «Измени жизнь», она, мне кажется, содержит в себе более масштабное содержание. Да? Раньше был путь к дому, то есть это какой-то комплекс мероприятий, которые направлены на возвращение человека домой. А «Измени жизнь», то есть более обширный подход, да, к проблеме бездомности в том числе. Дело в том, что они помощь эту всегда получат, но тем не менее, без участия их боли, их решения изменить жизнь к лучшему будет трудно. Данная акция в этом году проводится в период действия федерального закона о пробации. Что это означает на практике? Те лица, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, они должны быть трудоустроены при их желании, то есть их должны на это мотивировать, должны решены жилищные, социальные и другие вопросы. А что у вас в жизни получилось так, что вы оказались в трудной жизненной ситуации? Что произошло? Это давно было. Легкие деньги, пить стал, молодой был. Я хочу бросить пить вообще. Я пытался, но я не могу, потому что я живу под домом. И нога, я не хочу, чтобы у меня отрезали ногу. А когда у вас нога начала болеть? Как освободился? А когда? 8 апреля. А вот от 8 апреля освободились, вы потом куда поехали? Я просто тут всех встретил и стал пить. Просто пил. Как вы считаете, такие акции полезны? Нет? Конечно, полезно. То есть мы понимаем о том, что если федеральный закон он заработает полную силу, то мы получим резкое снижение тех граждан, которые находятся на улице. Заключено соглашение прямо на площадке акции «Измени жизнь» между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний и некоммерческой организацией «Линия жизни». Значит, нас участвовали волонтеры, серебряные волонтеры, тем, которым прямо мы на площадке тоже отметили их серьезную работу. Огромная армия врачей, также высокопрофессионально, помогали людям с точки зрения их медицинского свидетельствования, прохождения флюорографии. Те врачи, которых действительно сегодня нуждались граждане, которые сегодня проходили, и те социальные заболевания, которые были выявлены, они взяты на учет и контроль на дальнейшее лечение лечебными учреждениями нашей республики. Мы обследуем на социально значимые заболевания. Это ВИЧ, сифилис, туберкулез, гепатит Б, С, которые очень часто встречаются вот именно вот в этой группе. И опыт проведения участия в этих акциях, путь к дому сначала, сейчас вот «Измени жизнь», да, данная акция уже 12-я по счету, и практически во всех 12 акциях Центр СПИД совместно с РКВД принимали участие. Контроль этой группы просто необходим, просто это чревато тем, что вот эта инфекция, она может выйти, вполне реально может выйти в общую среду. Министерство труда и социального развития тоже очень чутко старается сегодня работать, и отделение социальной адаптации ТИРЭХ сегодня приняли людей, которые оказались в очень тяжелой, трудной жизненной ситуации, которые практически некоторые из них даже не могли передвигаться. То есть они все получили сегодня поддержку государства. И за эти годы через акцию прошли 900 человек, и 90 из них вернулись к нормальной жизни. И все это благодаря взаимодействию государственных учреждений и ведомств. В акции «Измени жизнь» практически на постоянной основе участвуют представители Якутской епархии православной церкви. Хотелось бы, чтобы вы прислушались к этим словам. Всякий человек падает и согрешает. Быть может. Но если уже это произошло, не нужно продолжать лежать в этой канаве, не нужно продолжать сидеть в этом болоте, лежать в этой луже. Нужно вставать, и Господь омоет тебя, оденет на тебя белоснежную одежду,
и непременно поможет тебе разрешить все твои трудные обстоятельства, вот, трудную твою ситуацию или твои вопросы разрешить. Нужно только что-то начать делать, начать трудиться. Упал, восстань и спасешься. Вот. А Господь, Он навстречу уже руки давным-давно свои направил, нужно только обратиться в эту сторону, вот, и пойти навстречу. Акция «Измени жизнь» начала свою работу. Благодаря взаимодействию всех ведомств Республики Саха-Якутия, первая ласточка – это микрорайон Звездный, сектор А. Здесь, благодаря Минздраву Республики и поликлинике номер 2, проходит осмотр флюорография, выездной осмотр. Прямо здесь, непосредственно в микрорайоне Звездным, можно пройти флюорографию. Процесс обследование воспринят жителями очень хорошо. В нашем случае, конкретно ФЛГ, это выявить разнообразные легочные патологии, такие как пневмония, туберкулез, и, следовательно, принять меры к их скорейшему излечению. И потом этот универсальный автобус переедет в другой сектор микрорайона Звездный, который строится только-только. Основная акция «Измени жизнь» состоится 7 октября на территории кафе «Хаттей». Это рабочий городок столицы Якутии. Акция «Измени жизнь». Эта акция проводится уполномоченным по правам человека. Данная акция направлена на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И если у вас именно такая ситуация, то эта акция для вас. Внимание! Акция «Измени жизнь». Цель социально-благотворительной акции «Измени жизнь» – помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе бездомным, желающим поменять свою жизнь. Акция организована по инициативе Уполномоченного по правам человека и Министерства внутренних дел по Якутии совместно с республиканскими и федеральными органами государственной власти. Активное участие принимают органы местного самоуправления и общественные организации. Необходима финансовая помощь для оформления документов. Для людей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обращаться по телефону 8 924 599 33 55. Необходим транспорт во время акции «Измени жизнь». Для различных пассажирских перевозок просим общественность помочь. Телефон 8 914 273 97 48. Акция «Измени жизнь» пройдет 7 октября с 10 до 17 часов на территории кафе «Хаттей», город Якутск, улица Федора Попова, 8/1. С вами была телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорых встреч!